Многие нуждаются в жилье, и один из вариантов его приобрести – это взять ипотеку лет так на 15. Но неизвестно, какую свинью может подложить судьба за эти 15 лет. Получится ли до конца выплатить ипотеку, и что происходит, когда возможность платить попросту пропадает. В этом сюжете мы развеем миф о том, что единственное жилье не отбирают, а сама история обернулась криком о помощи в социальных сетях. Перед просмотром не забудь подписаться на канал и поделиться с друзьями. Нам нужен общественный резонанс. Для начала расскажите, пожалуйста, вашу историю, что у вас произошло. Вас, получается, из дома выселяют сейчас? У нас пока не выселяют, потому что суда еще не было. Вот ждем суда, потому что дом у нас на торгах продался. Сообщили нам уже, сказали, пришлют документы, что дом проданный, кому проданный, я там этих подробностей всех не знаю. Ну а потом, естественно, с юристом я когда общался, он сказал, будет суд, потому что только через суд выселять. А что вообще произошло у вас? Этот дом, получается, вы покупали его в ипотеку? Мы его в ипотеку покупали в 2013 году. А на сколько лет ипотеку брали? На 15. Вот, зарплата позволяла, хорошая зарплата была. Когда семья решила взять ипотеку, глава семейства работал в Казметрострой. Была хорошая зарплата, что и вселяло уверенность в завтрашний день. Правда, вот муж работал тогда в Москве, и стоило ему перебраться в Казань, зарплата уменьшилась в разы. Естественно, начались проблемы с платежами. И не только. Фактически у семьи не оставалось средств даже на существование, так как супруга не работала. Она была вынуждена сидеть дома и смотреть за детьми, которых у семьи двое, и они оба инвалиды. Ты, получается, в 7 классе? В 8 перехожу, да. 8? А в какой школе учишься ты? Здесь 29. Ты, получается, по факту ты на домашнем обучении? Да. А почему ты на домашнем обучении сидишь? У меня стоит катетер, и из-за этого я не хожу в школу. А, то есть ты просто не можешь физически как бы ходить в школу? Да. Сейчас как тебе вот эта ситуация? Ну ты же сейчас взрослый уже, понимаешь, что, да? Да. Ну, я не хочу отсюда, конечно, уходить. Здесь друзья и все. Вот здесь вот и живем. А на работу вы, получается, ходить не можете, так как... Да, только от того, что я вот за дочерью так хожу. Она у нас и не видит ничего, и не ходит. Получается, если бы вот вы смогли встать на очередь, у вас бы как раз сейчас и очередь шла бы... Да, хотя бы двигалась бы, хоть как-нибудь бы семимильными шагами, я думаю, двигалась бы наша очередь. Все равно уж... Теперь, получается, к вам просто в один день придут, дадут вам определенное время? Да, нет, чтобы... ну я думаю, это решением суда, наверное. Определенный срок нам дадут. В течение какого времени мы будем должны освободить жилье. А освободить куда жилье? Пока не знаю. Только вот вся надежда, вот, что-то нам хотя бы временное какое-то дадут жилье. Собирал документы я в 2019 году, что вот хотя бы на очередь нас чтобы поставили. Но сказали, не положено вас на очередь ставить. Жилье за вами числится. Я говорю, жилье вообще-то в аресте стоит уже. Конечно, сейчас обрушится море критики в комментариях, мол, головой надо было думать, прежде чем лезть в ипотеку, платили бы вовремя, проблем бы не было. Героиня и сама все прекрасно это понимает, и нет у них цели надавить на жалость, мол, выгонять с детьми-инвалидами. Они бы рады встать на очередь, чтобы получить жилье, однако на очередь их не ставят, говорят, мол, у вас есть где жить. Но благо в нашем обществе есть неравнодушные люди из общественных организаций, которые пытаются хоть как-то пробить двери и достучаться до администрации и органов власти. Один из них, Михаил Ильин, именно он опубликовал пост с криком о помощи в своих социальных сетях. Ко мне вот обратилась Гульнара за помощью, поступило сообщение, она мне коротко рассказала все ситуации. Ну, первое, что я сделал, я выложил в своих социальных сетях. Далее я написал обращение к Обсудмину по правам человека, к Обсудмину по правам защиты детей, в прокуратуру Республики Татарстан и в администрацию по месту прописки. Началась проверка. Далее пришел ответ от Обсудмина Татарстана. На данный момент администрация как бы идет на контакт. Официального ответа, конечно, мне от них не проходило, но мы как бы ведем переговоры, то есть они как бы содействуют. То есть сама проблема получается в том, что вы не можете встать в очередь на жилье, правильно? Так как вы уже являетесь, ну, то есть у вас есть жилье. Да, ну как мне ответили там, да, что на вас еще числится это жилье, и я вот собирала такой большой пакет документов, но они меня так и не поставили, конечно, жилье. Ну, а ничего, вам предлагают теперь, получается, временно на улице пожить, что ли, а потом Я уже... не знаю, они мне вообще еще пока ничего не предлагают.
Среди людей бытует мнение, что единственное жилье является неприкосновенным, ну, по крайней мере, так говорит Конституция. И многие совершают ошибку, берут ипотеку, становятся злостными неплательщиками и пытаются доказать свою правоту, ссылаясь на этот закон. Но они глубоко заблуждаются. А именно в чем, расскажет нам наш юрист. Да, добрый день. В целом это так и есть. В общих понятиях единственное жилье, оно является неприкосновенным. Но существует закон об ипотеке. Вы, приобретая недвижимое имущество, закладываете это имущество кредитору. Кредитор дает вам денежные средства на то, чтобы приобрести это имущество. Вы становитесь собственником, но у вас есть обременение в виде ипотеки, и вы не имеете права это имущество продать. И если вы нарушаете условия кредитного договора, у вас появляется просроченная задолженность, кредитор, да, ну, чаще всего это банк, имеет право подать исковое заявление в суд для того, чтобы в последующем взыскать с вас сумму задолженности, либо обратить взыскание на заложенное имущество. В конечном итоге, после того, как суд выносит решение о том, что да, это законно, судебный пристав накладывает арест и дальше выводят это имущество на торги. И что же получается в этом случае? Неважно, проживают там люди или не проживают, есть дети несовершеннолетние или их нет, был ли вложен туда материнский капитал, это все, в принципе, становится неважным. Имущество переходит, уже на этом этапе может перейти в собственность третьим лицам. Слушай, а вот прокуратура, говоришь, начала проверку, она какие-то нарушения там нашла, получается? Ну, пока что никакого официального ответа нет, потому что мое просто обращение рассмотрели, то есть началась работа. В принципе, вот как бы, знаешь, тут такая двоякая ситуация по факту, да, они же, по сути, как бы, если бы платили бы вовремя, да, ну, все бы нормально было, если разобраться, да, но другая сторона, то, что действительно с двумя детьми на улицу в никуда. Но это с этим, да, вот это меня больше всего, конечно, на самом деле и задело, потому что все-таки я как-то вот к категории инвалидов отношусь с более, я не знаю, с неравнодушием, мне это как бы берет до глубины души затрагивает. Все знают то, что недвижимое имущество растет в цене. Если условно вы 5 лет назад взяли квартиру за 3 миллиона рублей, а сегодня она стоит 6 миллионов рублей, то договорившись с кредитором, чаще всего кредиторы на это идут, да, банки идут на это, можно договориться продать это имущество совместно. Таким образом, 3 миллиона погасить в счет погашения задолженности, а 3 миллиона, в принципе, остается у вас. И вы за счет того, что происходил рост цен, вы можете остаться хоть с какими-то деньгами. А как показывает практика, бывали такие случаи? Конечно, это распространенная практика, но зачастую бывает так, что люди не верят сотрудникам банков, и они думают, что их обманывают в чем-то. Кто-то где-то попадает на юристов недобросовестных, которые обещают золотые горы, обещают отсудиться, что имущество останется за ними, а в конечном итоге юристы просто зарабатывают на этом тоже денежные средства. И, в принципе, люди остаются ни с чем, потратившись еще и на юристов. Нам нередко пишут наши подписчики и просят передать проблему огласки. Также мы и сами отслеживаем социальные сети. Если видим, что подобная помощь может хоть как-то помочь, то мы не можем пройти мимо. Так и было в этой истории. Понятное дело, что виновата от нас судьба, которая сыграла злую шутку. Ну и люди, которые не оплачивали вовремя ипотеку. Ведь если бы они оплачивали, никаких проблем бы тогда и вовсе не возникло бы. Особенность этой ситуации не добавляет то, что у них есть дети-инвалиды и никто не давит на жалость. Просто дело в том, что каждый из нас может оказаться в подобной ситуации, ведь мы не знаем, что будет завтра, и никто от этого не застрахован. А мы вроде как люди и должны помогать друг другу. И один интересный момент, что оказывается в подобной ситуации стать на очередь на жилье очень сложно, и поэтому остается одно – жить на улице. Я прошу вас, чтобы вы залайкали это видео, закидали его комментариями и делились максимально с друзьями, чтобы оно вышло в топы и чтобы на него обратили внимание. С вами был проект Татарстанда. Всем удачи, не болейте, пока.